Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Проведена большая и качественная работа. Президент Алан Гаглоев осмотрел ход строительных работ здания школы искусств. Ежегодный традиционный праздник в детской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню остинского языка. Соревнования собрали более 120 юных борцов. В поселке Дзау прошел турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза Константина Кочиева. Президент Алан Гаглоев осмотрел ход строительных работ здания школы искусств. Глава государства положительно оценил качество и темпы проводимых работ. Президенту доложили об обеспеченности всем необходимым материалом и что в ближайшее время строители приступят к фасадным работам и благоустройству территории. Президент Алан Гаглоев осмотрел ход строительных работ двухэтажного здания школы искусств. Начальник участка Давид Кудухов доложил главе государства о текущих работах на стройплощадке, где задействовано около 25 работников. Он также добавил, что рабочие бригады состоят из местных строителей. Президент остался доволен ходом строительных работ и отметил, что за короткие сроки проделана большая и качественная работа. В проект были внесены некоторые корректировки с учетом пожеланий руководства хореографической школы. Объект пройдет Mä bozodostam teg rajgundai. Galdarna dostam ohamrastak ma. Juvios kosta shajiniste ma bokhokhanin qawa. Projekt ma gaske kutku mawdai tu ma jivenjinat da bokhostui. Na choreograficheski школа Кухтори ва Генджета. На хисвалат да новош шау маса jivenjinat da dumtui. Они анут я барзундай дарефа барзун так кутui кайос башот косенджурашудис. Юна хосай شدو من تودیس نه آخر گنجت اردگی در وشدو من تبر پرست کندر شدست چه برستگ نه بکرم مکنجسته من نسابیته نسوالته قارم رسوخ ما خورز وابرته قمل کنجسته آخر کنجسته مثل مختاشی کنجسته. Начальник участка Давид Кудухов отметил, что всем необходимым материалом они обеспечены. И хотя погодные условия нередко подводят, они стараются уложиться в обозначенные сроки. Уже в ближайшее время строители приступят к фасадным работам и благоустройству территорий. Строительство объекта реализуется при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Решение о строительстве социального объекта в Цхинвале было принято в ходе встречи президента Южной Осетии Алана Гаглоева и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном. И уже в июле прошлого года была заложена капсула под строительство школы искусств в Цхинвале. Главой Чеченской республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и президентом Республики Южная Осетия Аланом Эдуардовичем Гаглоевым под строительство школы искусств. Строительство хореографической школы-студии планируют завершить в августе этого года. Алена Утаева, Сармат Гузитаев, Аида Кочиева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с днем рождения.
Благодаря вашей энергии и целеустремленности Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из ведущих культурных и экономических центров России. Вы вносите неоценимый вклад в улучшение жизни горожан, в реализацию важных проектов и сохранение богатого исторического наследия Санкт-Петербурга, говорится в поздравлении. Президент особо отметил личное участие губернатора в развитии и укреплении отношений дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и Санкт-Петербургом. Он также пожелал Беглову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов во всех начинаниях на благо жителей Санкт-Петербурга. В честь Дня осетинского языка и столетнего юбилея Нафиджу Сойта среди учащихся школ прошел конкурс научных статей, посвященных роману академика «Кровь предков». От участников требовался анализ ключевых аспектов романа, его философских и социальных идей, а также его влияния на осетинскую литературу и культуру. В честь Дня осетинского языка и столетнего юбилея народного писателя Министерство образования и научно-исследовательский институт провели среди учащихся школ конкурс научных статей, посвященный роману Нафиджу Сойты «Кровь предков». По словам профессора Зои Битарты, конкурс направлен на изучение произведений писателя и формирование научного подхода к осетинской литературе. Diplom teder nefestойkat universitette me institute diplom tefesinde fala nefende di bozunen halama tsas u smachen u avnel u qod kanenat nafi isfelbestad na ermest fala yumi yoga irundinodme. Конкурсанты должны были подготовить научные статьи и провести анализ ключевых аспектов романа, его философских и социальных идей, а также его влияния на осетинскую литературу и культуру. Работы оценивали научные работники, языковеды и литераторы. Они отобрали лучшие статьи, отметив большую работу как самих учащихся, так и их преподавателей. Io مثلا خواستم این روز خواستم پورگران نمن گچین کسو کردن زن کنی بیرستنات سو کسات و نمر بود سال داخل گنجتم بود سال ما با فرستو تات سقم با کسات ایوان دستم کلاسیوم آخر زاک با کسات فدالت تو خورخس خوخک تلیگ داد زبی در زون فاطمه منوجه ایو سالداران زرده و انتقای در روز فدالت آردن آبون Kosovo, tako da postoje etnografije uđe. Sorda ne vseste, a men boru. Čest se questo tako to, lako se questo tako to, na gujmo se dorastor to, se gujmo se orhoj to, se zan dorastor to, mofta do. Министерство образования со своей стороны также выбрало лучшие работы. Победители были отмечены дипломами, сертификатами и денежными призами. Хурскостетем. Mesela çısıl leverte der sarıstam minister nomey. On işterbuznek noci der hayat kayroistat hem ironi vzagel te konkursu hem hayat kayroistat tuyt hem işterbuznek. В рамках конкурса учащиеся продемонстрировали знания осетинского языка и литературы. اشتربوزنگ فندزخن فاداتنن کایودیس سمعین قاروراودیسم ویتخی مینیسترادن در زونادیش تا سنیستی دو دیو مخایاد نیستانن قلج بخوادم خو اما مخیر دگی تا که داخرگنگ آفته ما سوالتن من فنده چیزون مادی گاین در خسته و یلرس ساگن انگلی ساگن از ما سیرک خسل نمای سوالون آخیزا سکولای مدلون взог ورزگاین. Подытоживая, организаторы конкурса подчеркнули важность подобных мероприятий в воспитании патриотизма, а также в сохранении и развитии осетинского языка. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В детской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню осетинского языка. Этот ежегодный праздник по традиции проходит с привлечением большого количества учащихся. Активное участие в вечере приняли постоянные читатели библиотеки. Ребятам предоставили возможность посмотреть сказку на осетинском языке. А в конце участникам вручены памятные подарки.
В детской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню осетинского языка. Здесь ежегодно проходит праздник родного языка с участием большого числа школьников. Мы считаем своим долгом отметить значимый для всех нас праздник, отметили ведущие мероприятия. آبون در تارم بردستم تمای بازونگه کنم سوالت جگایت بیل اسفل دستادیم بیل فسته ثابتن آرغلده دیسا جخورز آرغلده نوی در سفر سود فایی سود سر بیبلیوتکای فلسطین نوجه تمیدریش جستود ثابی کد در زورن بازونه آفت بازونگه وی آرغلدیمه فتزاگن سفر زورن سکنه فکسن تالمه یخدک بازونه کسن و دمه Аргау тенкалзак, цемедисон, ама ахштиак, саби гомалад. Литературный вечер прошел при активном участии детей, которые посещают детскую библиотеку, являются постоянными читателями. Я архавты кайтартасты сырты, мархты, заягойты, кацыты с дуром куда адема джавзагыл. Исен за фантастику сюжет мадер. Цаскунджиной заган из, ама джикайты белла у косварзак, ама аевдзерды табуганак. Подобные мероприятия важны и нужны для сохранения и развития литературного наследия, отметили гости вечера. افزاغنو وقتوی های مخبوم عادتا من نکسترتن ما هاو در آرخایم آرخاین شول کیزر نقا کرخون لکتا آرخاین شول آخر گنتا فشجتا مثلا تسقدر کنه فلا مخ آل آدی مگندر یبون کدو افته کلکات کنی دیرون افزاغن نه دیرون افزاغن سفن نی. Дети смогли посмотреть сказку на осетинском языке. Дети исполнили песни, стихотворения, представили театрализованные постановки, а также хореографические номера. В завершении литературного вечера участники получили памятные подарки. Яна Плиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. В столице появились уличные библиотеки. Одна из них расположилась в парке имени Валерия Хубулова, другая во дворе Госуниверситета. На полках книги как родной, так и русской и зарубежной литературы. Таким образом, гражданам предоставлена возможность не только читать, но и пополнять мини-библиотеки литературой от себя. Маленький деревянный шкафчик аккуратно вписался в городской пейзаж. Это уличная библиотека, и почитать книжку на свежем воздухе теперь сможет каждый желающий. Открываешь дверцу и попадаешь в мир литературы. Разнообразие книг впечатляет. Здесь можно найти не только осетинскую, русскую и зарубежную литературу, но даже почитать научную публицистику. Проект реализован совместными усилиями Комитета по молодежной политике и спорту Юго-Осетинского государственного университета и молодежного крыла партии «Нахас». Растуна бира фарсаг адамис бошет ва хабак дар бохасу чингота одунай дар охасу бойвуца штырбузник мафанде загын на поча хода президент Алан Эдуард Фертан мана поча хода университета ректоран Вадим Бутаза Фертан штырбузник вен alle ход дар фасива де форсмакер волан байда уца тернежинат тансен фадат кайдат туца хаст канен. Принцип прост. Принес, оставь. Взял, читай. Такие библиотеки работают на доверии и доброй воле. Книгу может взять любой прохожий, прочитать ее, а затем вернуть обратно или обменять на другую. Главное правило – уважение к книгам и забота о том, чтобы они были доступны другим читателям. Уличные библиотеки пока что установлены в парке имени Валерия Хубулова и здании Госуниверситета. В планах установить уличные библиотеки, в том числе и в районах республики. Проект вызывает большой интерес, особенно среди студентов вуза. Я считаю, что подобные мероприятия, подобные, скажем так, организации, они достаточно важны, особенно в современных реалиях, когда читающая молодежь, она как никогда, я считаю, ценится. Вот. Я думаю, важно просвещать молодежь современную через книги. Интернет — это все, конечно,
интересно, тоже важно, но у книг все-таки своя какая-то атмосфера, своя аура. И с этого я считаю, что уличная библиотека – это, скажем так, очень и очень важный проект, который, я надеюсь, получит такое широкое распространение по всей республике. Мы наблюдаем то, что молодежь приходит, они садятся и читают интересные им книги. Вот. Ну, в первую очередь я бы хотел поблагодарить Юго-Осетинский государственный университет и комитет по делам молодежи за то, что они делают основы для того, чтобы молодежь, дабы распространить популяризацию чтения у нас в Южной Осетии. Это очень, я думаю, прекрасный проект, который нравится молодежи. Организаторы призывают горожан не только читать, но и пополнять мини-библиотеки своими книгами. Стелла Бязарова, Азамат Кодзев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Соревнования собрали более 120 юных борцов из обеих частей Осетии. В поселке Дзау прошел турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Константина Кочиева. Состязания прошли на высоком организационном уровне. Борцы выступали в нескольких весовых и возрастных категориях, проявив силу воли, настойчивость и упорство. Турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Константина Кочиева собрал в поселке Дзау более 120 юных борцов. Это различные команды из школ борьбы Юга и Севера Осетии. Каждый из спортсменов старался отличиться и завоевать место на пьедестале. Борцы выступали в нескольких весовых и возрастных категориях. До начала схваток спортсмены прошли торжественным строем. Далее прозвучал гимн Республики Южная Осетия. Открыл спортивное мероприятие председатель парламентского комитета по делам молодежи, спорта и туризма Роберт Табуев. В свою очередь, советник президента по вопросам спорта Алан Засеев поприветствовал собравшихся и пожелал юным борцам удачи. Главный судья турнира Марат Гагиев поблагодарил организаторов. Участие в подобных состязаниях повышает соревновательный дух спортсменов, отметил Гагиев. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, а участники показали отличную технику и мастерство, проявили силу воли, настойчивость и упорство. آبا من باشه دستم فلازی و خطا خشتم ما فهم بلتن فناوی جا خش دستم ما بروی میشتاد راش دستم شاندی کی زمان ما آشام بابا موجه فونجا شده منم واسه تالبرت ما آبا نیست با چخستم فلانی خود چخشم ما فندم استرام بود ما است خشم بیره ما سال المپیسکی چمپیون آخر کنن آرتور ما تنگ خوشتم من آخذان ترینریش. خود را خشتم. Финал Махастан. Ну, я сегодня занял 3-е место, но ничего. В следующий раз я постараюсь первое взять. Мы сюда очень часто приезжаем. Я родился в России. Я занимаюсь борьбой.
Мне нравится заниматься борьбой. Сегодня я занял 3-е место. Турниры такого уровня являются не просто возможностью показать свое мастерство, но также ступенькой к большим достижениям в спорте. По завершении мероприятия отличившиеся спортсмены разделили между собой комплекты медалей различных проб. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, дождь. В Снаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 11. В Саурском районе днем плюс 18, ночью 7 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 17, ночью плюс 6. В Ленигорском районе днем плюс 19, ночью плюс 9. В столице республики в Цхинвале днем 20 градусов тепла, ночью плюс 9. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.